Урматтуу көрүүчүлөр, азыр менин колумда Тоголок Молдо 28-домго тиешелүү үйлөрдүн документтери. Бул жерде бирден 20га чейинки квартиралар жашайт. Бирок ошонун ичинде мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жерде 15-20 квартиранын документи бар. Бүт бары жазылып катталган. Ал эми бул бетин ачып келгенде бирден 10га чейинки квартираныкы документтери бар. Ал эми ортодо 11 менен 14 квартиранын документин буга чейинки кызматта отурган Берикбаев менен Мелис Кыдырмамбетов кандай иш, кандай план менен жок кылганы документте белгисиз. Бирок ошол эле квартиранын 12 квартирасынын документин жулуп алып ташташкан. Андан дагы бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бардыгын замазка менен өчүргөн дагы 12 квартиранын документине гана 12 деп маркер менен жазышкан. Ал эми ошо 12 үйгө не только 12, это вот 11, 11, 12, все 11, 13, 14 квартиранын документи жок. Алар асманга учуп кеткени же космоско айылчылап кеткени белгисиз. Ал эми бул жерде 12 квартирага 4 домдун участогун тиркеп документ жасап беришкен. Калган үйлөр каякта? Калыстык болуш керек да бул жерде. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, Ген прокуратуранын төрагасы Курманкул Зулушев, сиздерге кайрылуу, карапайым элдин көз жашын төкпөй, адилеттүүлүк менен, калыстык чечим менен карапайым калктын канын сооруп аткан Берикбаев менен Мелис Кыдырмамбетовдон ушул документтер боюнча тактыкты тастыктап, карапайым элге ушунчалык азап чегип 8 жылдан бери кыйналып келе жаткан биздин карапайым калкыбызга 30 жылдан бери жашап келе жатат бул жерде. Мындайча айтканда 92 жылдан бери жашаган жеринин документин жокко чыгарып жаткан Берикбаев менен Мелис Кыдырмамбетовдон материалдык да моралдык жактан дагы мүлкүн өндүрүп, жана өздөрүнө тиешелүү мүлктү өздөрүнө каттатып бериңиздүү өтүнөм. Меня зовут Казакбаева Джаркын Киргизбаевна. Я родилась в городе Бишкек по улице Тоголок Молдо, 28 в 1978 году. В этом доме я жила всю свою сознательную жизнь. В этом доме родилась моя мама, жил мой дедушка. Этот дом принадлежит моим родителям, уже проживает наша семья больше около 100 лет, да, 100 лет. И у нас произошла такая проблема, что мы обнаружили случайно, что в госрегистре, в бишкекском госрегистре, фальсификацию документов, подложили документы, переделали все, и таким образом у нас возникла спорная ситуация. Мы в 2014 году обратились в суд. Вот суть этого спора я хочу обратиться к общественности, чтобы донести до общественности, что же происходит в нашем доме, в чем наша проблема и каким образом происходит коррупция в бишкекском госрегистре. Вот если обратить внимание на документы, я вот сейчас хочу показать все документы и рассказать, в чем суть нашего спора. Спор у нас длится с 2014 года. Мы в суде находимся, суд рассматривает дело, суд первой инстанции рассмотрел, и сейчас по порядку я все объясню. Суть нашего спора. Вот улица Тоголок Молдо пересекает Киевская, Золотой квадрат. Вот у нас по Тоголок Молдо Киевской расположен дом 28. Он состоит из 3 домов. Это четко видно на документах, которые были представлены из архива госрегистра и хранятся там в госрегистре. Здесь четко видно, что литер Б, А и Г это В, А и Г это отдельно стоящие 3 дома. Да, не действующая автозаправочная станция сейчас не действует. Это раньше был часть литера Г дома, была снесена, и вот построена, вот здесь еще был литер Д, Е, это был большой двор. У нас 3 дома. Здесь ни одного жилого нет помещения, все нежилые помещения. В чем возник спор? Спор у нас возникает вот в чем. Получается, что мы когда обратились в госрегистр в 2014 году в январе,
выехал специалист и сказал, что он не может выдать нам госакт, поскольку жители двух соседних домов уже оформили ПЗУ и оформляют государственный акт на свое имя. Который Желтым то, что выделено А и Г, 2 дома. После этого мы обратились в суд и наложили арест. Это все еще было в 2014 году. С 2014 года по 2019 год возглавлял госрегистр, вся наша проблема только в госрегистре бишкекском, возглавлял госрегистр Берикбаев Болотбек, и он и его работники сделали махинации. Что они сделали? Они вот взяли регистрационное дело дома 28 и внесли сюда поправки. Они указали только с 1 по 10 и с 15 по 20 квартиры. Это вот как раз литер А, это 1 по 10 квартиру, и литер Г, это 15 и 20 квартира. Получается, наши 11, 11А, 12 здесь остались за пределами этого регистрационного дела. Все документы наши отсюда убрали. Здесь нет наших документов в этом регистрационном деле. Вот из-за таких моментов мы в суде никак не могли добиться от госрегистра ответа. Эти люди вот с двух сторон, владельцы А и Г, обратятся в госрегистр и получат госакт на свое имя, а нас земли лишат. Мы с этим категорически не согласны. Мы проживаем в этом доме с 1930-х годов. Мы пришли в этом дворе, больше всех, кто здесь находится, вот в этих, это все люди, которые приобрели. А сейчас получается, что мы лишаемся земли под домом. На все наши доводы к соседям мы обращаемся и говорим, зачем спорить? Нам нет желания у кого-то, мы ничего чужого не забираем, ни у кого ничего не пытаемся отнять. Мы хотим правового, правильного оформления. Или это дом 28, 3 дома вместе, или это отдельный дом, и тогда на наш дом должно быть отдельное регистрационное дело. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, бул жерде биз жаркын эже кыргызча чала сүйлөгөнүгүнө байланыштуу орусча жооп берейин деп өзү чечти. Ошого байланыштуу мен да кыргызча өз кыргыз тилинде, өзүбүздүн тилде түшүндүрүп айтып койсом, жалпак тил менен мындайча айтканда. Мына бул жерде эмне деп атат жаркын эже? Мына жерде сары менен белгиленген, анан жашыл менен белгиленген үйлөр турат. Мына жашыл менен белгиленген үйдө жаркын эженин апасы, аталары 30-жылдан бери ушул жерде жашап келет экен. Ал эми сары менен түшкөн үйлөр булар кошуналары. Кандайдыр бир кайсы бир жылдар дедиңиз? 14-жылы, кайсы жылы? В 2014 январе. 14-жылы сиз билдиңиз да? Да, мы случайно узнали. 8 жылдан бери, мына айтып атат өзү деле. 8 жылдан бери ушул жерде биздин жер экендигибизди аныктай албай, госрегистрде жасалма документтер, мына жерде документтер жасалып кеткендиги тууралуу эжеке өзү айтып берип атат. Эмне үчүн дегенде, бул жерде 2014-жылы бул жерде кокусунан пожар болуп кеткенден кийин, анан эжеке барып туруп ушул пожарды ушул кызматкерлеринен ушул неме боюнча, өзүнүн жер боюнча документтерди такташтырып келгенде, өзүнүн үйү жок болуп чыкканда бул жерде жашаган жери. Булар бул жактарга бөлүнүп кетиптир да. Көрсө, госрегистрден ошол убакта иштеген кимдер иштеген деп атасыз? Берикбаевдин кезинде мына үйдүн документи жок кылынып, атайын жасалып тур да, ушундай нерсеге чейин барышыптыр. Эми булдай нерсени мен өзүм угуп алып, шок болдум да ушул жердечи. Эми эже дагы ушуну күйгөндөн бизге айтып берип атат, ушул силер деле келип жардам бергилечи, ушуну көрөлүчү, мындай силер деле элге чыгарылачы, эл калыс болсун. Ушул акыйкаттуулук бу депчи. Эмне үчүн ушул үйдү ошол убактагы госрегистрде иштеген Берикбаевдин тушундагы кызматкерлер жок кылып жиберишкен. Кандай жасалма документтерди жасашып, мына жерде үйлөрдүн номерлерин алмаштырышып, аябай баягындай башаламан кылышканда булар мына эки үйгө соседтерине, кошуналарына ушу берип салган. Бул жерде номерлерин айтып атат. Мына жерде кайсы номерде кайсы номерге чейинки үйлөр болгон? С 1 по 10 квартира. Бирден 10го чейинки. С 11 по 14. Бул жерден 11ден 14ге чейин. А бул жерде болсо с 15 по 20. 15ден 20га чейинки. Общий 20 квартира болгон экен да бул жерде. Ушундай болгон да. Эми булар болсо ар кандай нерселерди айтып, анан
сотко ашырып жиберишти да. Зачем сот деп атат да эжекечи? Бизге соттун деле кереги жок. Мага болсо ушул баягы госрегистр жасалган документти кайра оңдоп, менин үйүмдүн ордун кайра өзүнүн калыбына келтирип берсин деп атат да. Ошону айтып атасыз да эжеке, туурабы? Вот получается, у нас соседи, ни одного здесь нет жителя. Везде в суде они приходят, их адвокаты, говорят жители. Здесь нет ни одного жителя, здесь бизнесмены. Здесь бизнесмены все. Вот здесь Бажановы есть. Здесь есть Бажанова, это вот сестра Риха, хозяина, да, владельца колбасного цеха. Они да? когда приехали сюда? Они конец 2010, 2007, 2008, 2004, 2000, это вот 2000. Мы 1930 года здесь живем. Они пришли вот, и как только пришли, они начали вот такие действия. Вот тут пришел один... Жители, раньше жили жители, они уехали, да, куда-то? Продали? Жители, да, они, кто приватизировал, они все уже уехали. Здесь нету тех, которые раньше жили. Да. Только первая квартира, вот и она хозяйка. Хозяйка, здесь тоже бизнесмен. Ошол кезде иштеген госрегистрдеги ким жасаса дагы бул акмакчылык. Булар жооп бериш керек. Бул боюнча мыйзам алдында жоопко тартылыш керек. Ортодо документте жазылган боюнча бул В тилкесине берилген үйлөр өз ээсин таппай башка бөлөк бирөөлөргө, бизнесмендерге госрегистр Берикбаевдин дагы каша кылган заманын кесепетинен башкаларга өтүп кеткен. Берикбаевды негизи сот бул карапайым калкты кыйнабай бизнесмендерге өтүп кеткенден кийин ошо Берикбаев убагында кандай документти жасап берсе, ошондой жасап бергендиги малым болуп баары белгилүү болуп аткандан кийин кайра пенсияга чыгып кеттиби же эмне болду? Ошол кызматтык кыянаттык кылып, кызматынан пайдаланып, ушу үйтү жокко чыгаргандык кесепеттин себебинен кайра келип ушу документтерди тактап, карапайым элге кайрадан өткөзүп беришин сот туура чечим кабылдап туруп, туура жакка чечип берсе жакшы болмок. Никому не секрет, что Берикбаев принимал на работу только своих людей. Я вот, конечно, юрист, да, я много лет работаю нотариусом, но я не могу понять, даже просто как гражданин, просто как человек, я не могу понять, что значит вот здесь дописать наши квартиры, если это техническая ошибка. Почему наши квартиры до сих пор не дописывают? Берикбаев разговаривать не хотел. Он разговаривал с нами, выгонял, идите отсюда, говорит, что хотите, то и делайте. Вот только после того, как люди поднялись, вот эти безобразия он делал не только с нами, он по всему Кыргызстану, по всему Бишкеку он тут. Мен бул боюнча сизге жооп бербейм, кабинеттен чыгыңыз деди. Да, он сказал, билгениңди кылып ал. Билгениңди кылып ал. Да. Вот я зашла в кабинет, я в дверях стою с мамой вместе, а он сидит там, он вот так сидел, как на троне своем этом, и откинулся, говорит, билгениңди кылып ал. Понимаете, а для меня, я поднялась в 2014 году, я такого не ожидала. У меня кровь в жилах остановилась, потому что я не могла понять, как может начальник госрегистра так говорить, да, что вот, что хочешь, то и делай. Я вот не могу понять, почему здесь нельзя дописать, почему я должна вот у этих людей спрашивать согласие. Вот у этих людей, это что, я писала, или они писали, это госрегистр писал, почему здесь нельзя? Он говорит, арест сними. Причем здесь арест? Ты техническую ошибку сделал. Здесь напиши. Спора нету. Где спор? Да, жакшы сиз билип калыпсыз. А билбегениңизде... Вот только что я юрист, да? Мне повезло, что юрист. До сих пор вот люди, которым я рассказываю, они не могут поверить. Как так может быть? Если с юристом так поступают. А простых людей, это значит, Берикбаев, я просто предполагаю, что Берикбаев очень много так делал. Просто пожилая женщина приходила, она плакала, говорит, Берикбаев у меня отнял дом. Она открыто это говорила. А я даже адрес знаю. Она говорит, знаю этой женщины адрес, она говорит... Сиз как юрист катары мына жерде нотариуста иштейт ушундай мекендештер. Бул эжеке ушундай баягы өзүнүн укугун коргоо ушундай нерсеге барып атат да. Өзүнүн үйүн, өзүнүн жерин, өзүнүн жашаган жерин талашып атат. А бизде канчалаган мекендештерибизден Берикбаев үйлөрүн алып коюптур. Ал жөнүндө мына эжеке бирөөнү билем деп атат, көзүнүн жашын көлдөтүп ушул жерде ыйлап отурду дейт. Мындай эле алып койду депчи. Берикбаев деген эмне бул? Неме экен баягында кан соргуч экен да, мындайча айтканда мен эң неме экен да, анда эгерде чындыгында сиз айткандай болсо, ушул элдердин үйүн алып койгон болсо, Берикбаев анда чындыгы коррупционер болот. Бул жоопко тартылыш керек, жооп бериш керек ошол нерселердин баарына, жасаган иштеринин баарына. 1-ноябрь күнү сотуңуздар болот да. Эми сот биз баягы бийликтен ошо соттон үмүт кылабыз, жакшы бир чечим чыгарып берет деп. Анан эгерде чечим чыгарып бербесе, андан башкаларына да кайрылабыз да.
Вот я поэтому и обращаюсь к общественности, потому что я все эти 8 лет живу в состоянии тревоги. Я постоянно, у меня это до моего деда, да, я не могу вот, как я сразу, у меня слезы на глазах, потому что я от этой несправедливости, от того, что бизнесмены, которые рядом, они могут дать кому-то деньги, что-то решить в госрегистре, в суде. Я с этим сталкиваюсь уже, потому что в городском суде уже у нас рассматривалось дело. В городском суде отменили наше решение. Потом после этого мы пошли в Верховный суд. В Верховном суде тоже был беспредел. 8 раз нам меняли коллегию. 8 раз меняли коллегию. И только 8-я коллегия, которая заседала, после того, как у меня есть видео, где 2 судей прям открыто зевали на процессе, да, тем не менее, судебная коллегия, выслушав наше выступление, то, что мы говорим, когда мы объяснили, в чем суть нашего спора, что мы чужую землю, как кто-то хочет на нас навесить, чужое что-то не хотим отнять. Мы очень сильно переживаем и боимся того, что нас лишат права на землю под нашим домом, в котором мы жили и родились. Понимаете? Вот в чем дело. Или это долевая собственность на 3 дома, 1 госакт. Или это отдельные 3 госакта с общей долевой собственностью на двор. Для нас никакого значения не имеет. Мы такого, чтобы мы принципиально стояли, нет. Мы очень сильно опасаемся, что нас лишают права собственности на долю, на землю. Да. Лишают нас на землю прав, всех прав. Да. А получается, если сейчас нас лишат права собственности, значит, любого гражданина могут в Кыргызстане лишить. Да. Хоть кого можно взять и силой воли вот этого бишкекского госрегистра. Бийлик өкүлдөрү, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургулович, урматтуу УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич, урматтуу биздин ген прокурордун жетекчиси Курманкул Токторалиевич. Мынал ушул эженин сөзүн угуп, сиздер өзүңүздөр жыйынтык чыгарат деп ойлойбуз. Берикбаев деген ушул эжекенин көз жашын агызып атат. Эжекке окшогон канча адамдын көз жашын агызды алар. Жооп бериш керек ар бир жасаган иштери үчүн булар. Эми сиз Кудай буйрса эжеке ичине сабыр кылып туруңуз. Бул нерсенин баардыгы жакшы жагына чечилет деп ойлойбуз. Вот мы сейчас же в суде находимся, в Бишкекском городском суде, и у нас пропадает доверие к суду, потому что мы заявляем ходатайство о том, чтобы просим суд, чтобы сделали один техпаспорт, чтобы в техпаспорте нарисовали все строения, которые относятся к дому 28, и двор нарисовали. И вот этот вопрос очень долго решался в суде, и так он остался открытым. И Бишкекский госрегистр, под представитель Токтосунов Нурсултан, 29 сентября мы заявили это ходатайство. Он категорически против. Он против, говорит, нельзя рисовать, понимаете? А в чем мы нарушаем? Байки, вы понимаете, мы в чем нарушение? Мы только чтобы суд правильно вынес решение. Сейчас объективно. Он чем занимается, где работает? Он так и работает юристом Бишкекского госрегистра. Да, Токтосунов Нурсултан. Да. Он продолжает там работать, он работает, ведет себя очень нагло, уверенно, открыто обманывает суд, не боится ни на какого наказания. Никакого, что он уверен, что никакого наказания у него не будет. Кайсы сот карап атат? Бишкекский городской суд. Бишкек шаардык соту карап атат экен. Соттордун аттары кимдер? Ошолор карап атат, алар биринчи число күнү да ошолор карап берет да. Да, у нас председательствующий судья Алиева, председатель суда у нас, председательствующий Алиева, докладчик судья Чекирова, судья судебной коллегии Абдраимов. Вот 3 судьи нас рассматривают, и 1 ноября они будут смотреть наше дело, продолжение будет судебного процесса. Они все являются судьями гражданской коллегии, у нас административное дело. Ну вот председатель суда решил, что эта коллегия имеет право рассматривать наше дело. У нас административное дело, а рассматривает наше дело гражданская коллегия. 1 ноябрь күнү биз катышабыз, Кудай буйрса, эсенчилик ошол күнгө жетсек. Ана биз катышкан күнү видеосъемка кылабыз. Да, с разрешения суда, да, с разрешения суда это возможно. Мы в адвокат аркылуу сотко, чтобы алар разрешение берсин. В Верховном суде нам разрешили.
Верховный суд разрешил, да? Да. Там протокол внесено, что да, определил суд, что мы имеем право снимать. Но нельзя снимать судей. Снимать можно только зал. То есть повернуть камеру можно только на зал. Хорошо. Зал судебного. Но сегодня никто не пришел. Сегодня должен был быть процесс. Да, госрегистр никто не пришел. Госрегистр келбеди, токтосунов деген келбеди, да? Никто не пришел, потому что они вот уже не хотят показывать свое лицо, да, они боятся. Ошондон кийин бүгүн сот кайра жылып кетти, да? Токтосуновдун келбегенде да ким келбеди? Все госорганы, которые... Прокуратурадан келбеди, да? И прокуратура не пришла, да. Пришли только мэрия, вот опоздали. И Бишкек опоздание. Да, и Бишкек главтитура опоздали. Мына ошол биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айткан, бардыгы ачык видеосъемка менен болуш керек депчи. Административ иш болуп атат, бул административ иштин бардыгы ачык айкын көрсөтүлүш керек. Вот потому что мы обжалуем действия госрегистра, и я еще раз говорю, что я не понимаю, почему нельзя сюда внести наши квартиры, внести сюда наши документы, и никакого спора нету. Вы понимаете, всем людям непонятно, что такое. Вот регистрация делается на землю отдельно, на строение, которое внутри вот находится, это отдельно. То есть получается то, что на квартире, это начиная от фундамента и вот до потолка, это регистрация, одно регистрационное дело. А то, что под фундаментом и фундамент сам, это другая регистрация, понимаете? Регистрация земля. Өзүнчө регистрация и строение, жана курулуштун өзүнчө регистрация. Да, вот для того, поэтому от того, что мы простые люди не понимаем вот этого всего, я открыто говорю, я даже юрист не знала этого всего. Только от того, что я увидела, что как так, что-то не так, у нас отдельный техпаспорт, в техпаспорте у нас отдельный дом, у нас вот так вот дом стоит, понимаете, у нас отдельный участок, все отдельно. У них вот так нарисовано в техпаспортах. Мой дом находится вот посередине, а дом литер А, это вот с того угла, вот прям вот это на Киевскую выходит, да, вот дверь открыта с этого угла. Вот до этого угла, до этого угла прям вот видно, что стены нет общей, это с 1 по 10 квартиру, отдельный дом. Биринчи квартирадан 10 квартирага чейинки немелер ушул ушул орунга жайгашканда мурунку эски госрегистрдеги каттоо боюнча туурабы? Да, то есть это, фактически это отдельный дом. Это видно и невооруженным взглядом. А вот начиная с этого угла и до того угла, здесь у нас отдельная стена, но вот хозяин вот этой вот квартиры, он заложил кафелем. А так вот наверху абсолютно видно, что это отдельные 3 дома. Они никакого, а крыша отдельная, никакого соединения нету. Вот можно по крыше посмотреть даже, все отдельно. Это вот внутренний двор дома 28. Этот двор выходит прямо на Киевскую улицу. Вот, пожалуйста, выход на Киевскую улицу. От того угла и до этого угла это дом литер А с 1 по 10 квартиру. Вот совершенно видно, что отдельные крыши, абсолютно, стены отдельные, у нас между ними щель есть. Это отдельный дом. Вот от этого угла, получается, и до того угла, вот сейчас я покажу поближе, да, давайте пройдем. Вот поближе, вот будет хорошо видно, что это 3 отдельно стоящих дома, фактически. 3 отдельных дома. Вот, видите, отдельная стена. Вот, пожалуйста, щель, вот отдельная крыша. Это отдельная крыша, отдельный фундамент. Никакой связи между 3 домами нет. Теперь в отношении вот этого двора. Это внутренний двор. Вот он сейчас в таком заброшенном состоянии. Мы судимся, вот он находится, да. Это внутренний двор. Вот это сарай соседа. Вот это наш сарай. Вот получается, это внутренняя территория, вплоть до Киевской. Это общая собственность всех, кто проживает, собственники в этом доме 28. Все являются собственниками этого внутреннего двора. Речь идет только о том, что под домами, под самими, чья земля, вот этих отдельная земля, это отдельный дом, это 3 отдельных дома. Так и должно быть зарегистрировано. Если не так, то тогда это должен быть один дом. И, соответственно, это должно быть в документах отражено. А это не так. Наш дом оттуда выкинули. Просто рейдерским способом захватывают землю под нашим домом, в котором я родилась, родились мои родители. Мы прожили всю свою жизнь. С 30-х годов в этом доме живем, всей своей семьей. И от такой несправедливости у нас просто безысходность.